Здравствуйте, уважаемые зрители, участники нашего диспут-клуба. Мы работаем на площадках ECI и YouTube-канале Сахамедиа. Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время, чтобы поучаствовать, ну а зрителей, чтобы посмотреть наше мероприятие. Тема нашего диспут-клуба, давайте разберемся, Ленский мост. Назаров Николай Семенович представляет дирекцию Ленского моста. Пухтин Антон Анатольевич представляет у нас Сибирь-Транс. Лукьянова Светлана Алексеевна, председатель Транспортного союза, представляет транспортников, естественно. И Потылицын Виктор Федорович, представитель торгово-промышленной палаты, он представляет транспорт, логистику и дорожную инфраструктуру. Ну и я, модератор нашего диспут-клуба Николай Борисов, корреспондент Якутского Саха-информационного агентства. Как видите, у нас сегодня очень авторитетные эксперты, которые позволят, наверное, ответить на все накопившиеся вопросы, ну или хотя бы на часть из них. Позвольте перейти к теме. Ленский мост. Напомню, что создание моста через реку Лена в Якутии – это уникальный проект не только для России, но и в мировой практике такого не было. В условиях вечной мерзлоты еще никто и никогда не строил подобный мостовый переход, а между тем Ленский мост не только давняя мечта жителей Якутии, но и насущная потребность для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона. Ленский мост позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали северным морским путем, а в перспективе создать международный транспортный коридор между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. По проекту мост пройдет от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района, и его строительство вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Конечно, мост нужен, но, как и любое крупное строительство, проект Ленского моста вызывает много разговоров, рассуждений и обсуждений. И на протяжении всего строительного процесса их будет еще больше. Мнений много, они разные. Сейчас мы посмотрим видеоролик, который распространяется в социальных сетях и мессенджерах. И вы, уважаемые эксперты, прокомментируйте данное видео, ответив на наши вопросы. Внимание на экран. Мост по концессионному соглашению стоит 120 миллиардов. 120 миллиардов. Эти 120 миллиардов делите на 3 платежа. Первый платеж – это капитальный грант. Капитальный грант – это деньги, которые идут только на строительство моста. Я не понимаю, зачем этот эксплуатационный грант нужен, потому что республика хочет передать этот мост после строительства его в собственность федералу. Указано, что федерал берет большую часть оплаты по строительству моста и его содержанию у Новосибирска. Наши почему-то подписали в конституционном соглашении, в котором республика обязуется за все платежи. Вот я назвал 120 миллиардов, там в целом 147 миллиардов, но 120 миллиардов это обязательство республики. Там в конституционном соглашении прямо написано. 50% для силуанов сказал, что 30%. То есть там у них тоже какая-то 50% республики ни в коем случае не устраивать не может, потому что тогда республика засядет в долговую яму на 25 лет. Но к концу 25 года мост построен, и 19 лет он должен эксплуатироваться группой ФИС в коммерческих целях. То есть по мосту будет проезд платный. Да, это кабала. То есть республика, получается, должна будет заплатить за 25 лет 120 миллиардов рублей, плюс проезд будет платный. Всего этого не будет, потому что тариф будет очень высокий. Почему тариф будет высокий? Потому что мост надо будет окупить. Группа ВИС – это коммерческая организация. Это колоссальные цифры. Я посчитал, что вот до конца строительства 2025 года республика должна выплачивать около 10 миллиардов на строительство. То есть свой капитальный грант 10 миллиардов. Мы должны заплатить государству, федеральному бюджету НДС. Это огромные цифры. Республика будет платить не 3,5 миллиарда в месяц в год по времени эксплуатации, а будет платить только более 10 миллиардов. Группа ВИС уже выбирает уже она благодаря республике, то уже 22-23-24 года расходная часть бюджета республики будет вырастать и социальные бюджеты, и трансфертов для бизнеса. Спасибо, коллеги. Ну, самый основной
экономический вопрос, наверное, да, по стоимости, по выплатам, наверное, адресуем дирекции. Николай Семенович, у вас какие есть цифры, какие можете озвучить данные? Да, судя по видеоролику, гражданин владеет некоторой информацией. Скорее всего, эта информация была на стадии, когда концессионное соглашение только подписалось и рассматривалось на всех уровнях, и не обсуждали его, наверное, только кто в школу не ходит. Вот, поэтому, что можно сказать, на инвестиционной стадии, или простыми словами говоря, на строительство, предусматривается 68,5 миллиардов рублей. Из них 14,2 миллиарда рублей – это средства частного партнера, 54 миллиарда рублей – это бюджетные средства, которые складываются из двух бюджетов. Федеральный бюджет – 35 миллиардов рублей и региональный бюджет, бюджет республики – 19,3 миллиарда рублей. Что касается последующих выплат в течение 19 лет, эти выплаты будут рассчитаны на основании уже ввода объекта в эксплуатацию, исходя из реальных затрат именно доли частного партнера. Вот эти вот деньги, соответственно, если частный партнер их вносит на строительной стадии, они, естественно, должны будут вернуться не единовременно, а по графику платежей Сбербанка, в котором будет оформляться кредит. Вот. Исходя из первоначальных расчетов на данный момент, это будет сумма составлять примерно 870 миллионов рублей ежегодно в течение 19 лет, в которой будет складываться из, во-первых, суммы на содержание самого объекта в нормативном состоянии. Объект будет жить, и, соответственно, за ним нужно следить и ухаживать, проводить все регламентные работы по содержанию проезжей части. И здесь хочется отметить, что мы говорим не только об одном мосте, который составляет длиной 3,1 километра, но в этих же деньгах и сидят подходы к мосту. А подходы у нас, получается, от автомобильной дороги УМНАС с ворота Старую Табагу, с поселка Старая Табага до автомобильной дороги Лена на правом берегу реки. Это 11 километров дороги, которые также необходимо содержать. На данный момент пока. Спасибо. Кратко, тезисно, понятно. Мне кажется, немножко цифры не те, да? Опять же, возник вопрос. Ленский мост отдадут федералам. Довольно, наверное, такое обоснованное опасение, да, жителей Якутии. Наверное, отдадим вопрос Антону Анатольевичу, как представителю, так в кавычках, федералов. Ну, на самом деле, для меня, как и для всех жителей республики, для уроженцев республики, постройка моста – это ожидаемое событие, долгожданное. Ну и на самом деле такой объект, будет он передан федералам или будет принадлежать республике, простому жителю, например, это абсолютно все равно. Ну и такой объект, я думаю, что он настолько грандиозный, он, наверное, должен принадлежать федеральным. Тем более, насколько я понимаю, федеральная часть финансирования больше, чем республиканская и частная. Ну да. Поэтому, мы будем им пользоваться, и нам будет хорошо, будет он федеральный или республиканский. На самом деле это все равно. Кто больше платит, того и мост. Отлично. Передадим вопрос нашей торгово-промышленной палате. Следующий вопрос. Платный проезд по мосту. Кто будет платить? Большегрузы, легковые автомобили. Знакомы ли вы с ситуацией, Виктор Федорович? Платный или не платный, вопрос этот очень интересный, как говорят, да? Дело в том, что и так сейчас уже транспортные расходы, а это связано с завозом грузов или нет, на конечный результат. То есть не пострадает ли здесь конечный, то есть покупатель в магазине и так далее, то есть человек, да, ради чего строятся мосты эти все. Да, сложная финансовая ситуация, но вот наша позиция, нельзя все переводить на, как говорится, на коммерцию, да. Вот сейчас
по предварительным оценкам, ну, где-то 2000 будет стоить большегрузная машина, да, проезд, если платить, да, и бесплатно все остальное, то есть автобусы, там, частные машины, хорошо. Но все-таки здесь надо еще, наверное, это не окончательный вопрос, здесь, конечно, надо еще посмотреть, посоветоваться, вот плата 2000 много это будет или нет, поскольку Платоны там и так далее, все же это тоже в грузе лежит, да, плюс это не поднимется ли цена конечная результата завозимых грузов, поскольку это связано с грузовыми машинами. Поэтому вот мы в торгово-промышленной палате совместно с Транспортным союзом этот вопрос уже как бы обсуждаем, да, и мне кажется, надо еще вынести его на обсуждение, посоветоваться с экспертами, посмотреть, что это выльется на конечный результат, да, и после этого принимать решение. И то, мне кажется, надо, это временная мера должна. Ну, смотрите, Енисей, где еще мы, Амурский и так далее, там же нет такого вопроса, да? Тем более, если он федеральный будет, то здесь уже, ну, с федеральными структурами надо будет работать и так далее, как-то он субсидироваться должен, но не должно ложиться на конечную тонну, килограмм, там, вот в чем вопрос. Это позиция наша. Отлично. Правильно, мне кажется, позиция, что жизнь с мостом должна только улучшаться. Да. Но, опять же, возникает, у нас есть уже развитая инфраструктура по перевозкам, да, у нас есть огромные, как бы, судоходные предприятия, у нас баржи, у нас переправы. Наверное, вот Светлане Алексеевне, как представителей транспортников, вообще что будет с людьми, которые сейчас работают вот на баржах, перевозками занимаются через реку? Как их судьба, не лишатся ли работы люди? Конечно, люди пострадают, предприниматели, это однозначно. Почему? Потому что сокращение будет довольно-таки серьезное. И если вот такие вот цены по перевозкам будут ниже, проехав по мосту, то, конечно, клиенты будут ездить по мосту. Но еще существует следующее, что по мосту, значит, будет запрещено перевоз ГСМа. Это, в общем-то, такие законы у нас в Российской Федерации, но они будут задействованы на перевозке ГСМ. Вот еще бензовозов и вот таких особо опасных грузов. Вот, скорее всего, вот такое будет. Но на сегодня, конечно, предприниматели у нас очень хорошо задействованы, они привыкли уже много лет. Это, ну, сколько республика, столько у нас существует паромная переправа. Но, конечно, они должны сейчас заботиться уже о себе, о будущем своем, искать какие-то альтернативы, чтобы не остаться, так сказать, за бортом и не зарабатывать деньги. У нас существует очень много паромных переправ в республике, которые нуждаются в вот таких вот паромах, которые ходят у нас в Якутск-Бестях. Они более такие модернизированные, хорошо подготовленные. И уже сейчас владельцы паромов, они должны искать себе какую-то альтернативу, я повторяю, чтобы не оказаться, как говорится, у разбитого корыта. Но на сегодня, конечно, у владельцев паромов ведь не один паром у некоторых, а это судоходные компании. У них еще остается перевозка пассажиров, и эти паромы, по-моему, могут еще быть задействованы в перевозке барж, как Виктор Федорович. Перевозки барж они могут задействованы. Ну, здесь, да. Вот да. это тоже вопрос же, можно добавить здесь. У нас всегда меры, вот эти меры должны приниматься. Да, мост построен будет, но роль речного транспорта, она как была, так и остается. Конечно, где дешевле, там и будет
поток пойдет, да, вот этих грузов, там, перевозок и так далее. Но есть специфика, всегда есть специфика, которая ее не закроешь. Правильно, вот ГСМ, перевозка ГСМ, это же специально сейчас с огоньками, если видите, да, паромы ходят там с вертушкой огонек, это специально переводят Особо опасный груз. опасные грузы, да, совершенно верно. Поэтому паромы останутся. Да, они останутся, и я думаю, в общем-то, у нас республика огромная, и у них летний период только используются вот эти паромы, и я надеюсь, наши предприниматели найдут себе работу. Спасибо большое за ответ. Да, конечно, это у нас дискуссия, поэтому нужно... Ну, платный мост будет или не платный, в любом случае нагрузка на, скажем так, на конечного потребителя, это на нас с вами и со всех жителей республики, Вилюйскую группу, Якутск, соответственно, она намного упадет. Ну, то есть сейчас я цифры назову. Сейчас переправа на каждом килограмме это от 30 до 60 копеек. Это кажется, что 60 копеек на килограмм это ни о чем. А на самом деле, например, через станцию Нижний Бестяк только через железную дорогу перевозится 1,5 миллиона тонн. То есть в этом году, то есть план железная дорога себе ставит, что будет 1,5 миллиона тонн. Соответственно, здесь не учтены автомобильные перевозки, которые проходят мимо ЖД. Ну, то есть масса, я думаю, что около, наверное, 2,2 миллиона тонн Якутск потребляет вместе с Вилюйской группой. А теперь умножьте эти 30 копеек на 2 миллиона тонн. Соответственно, этот эффект скажется на всех. То есть на жителей города Якутска, перегорода имею в виду, и ближайших населенных пунктах и в улусах. А можно уточнить по поводу эффекта? В каких именно критериях? Например, стоимость хлеба, да? В том числе и стоимость хлеба. У нас все имеет, скажем, выражение в конечном счете, это рубль тонна. То есть, например, сам процесс выглядит так. На станцию приходит вагон или контейнер, и он перегружается, перевозится через Лену. И в ожидании, например, кассового разрыва, у нас магазины вынуждены закупать на октябрь, ноябрь, на середину декабря товары, это отвлечение денежных средств, это хранение. Хранение, например, это от 300 до 600 рублей тонна в сутки. То есть сами себе представляете, что, например, в 1 килограмме сколько всего накладных этих расходов. А это еще получается у нас при присутствии туда апрель, половину мая. То есть это получается, что наши коммерсанты, то есть они вынуждены заморозить средства и еще тратить на них, на хранение, просто товар положить и просто хранить, это под открытым небом сейчас так никто не делает. Кроме того, туда нужно включить еще погрузо-разгрузочные работы, нужно привезти на склад, соскладировать в ожидании его продажи в разрыв этот торговый, когда у нас не работает ни паромы и ледовой переправы еще нет. Соответственно, там уже получается, сейчас даже себе выписал, 360-500 рублей тонна. Это один раз. А это нужно умножить на 2, потому что нужно выгрузить на склад, а потом загрузить на автомобиль и увезти в магазин. То есть эффект здесь можно будет непосредственно работать с колес. Это очень удобно на самом деле всем коммерсантам, я думаю, всем потребителям. То есть вагон пришел, и тут же в день он пришел в магазин или в сеть магазинов. То есть здесь эффект 2000 рублей на большегрузные автомобили, я думаю, даже если он будет платным, мы будем все счастливы. Мы, в принципе, увидим тогда снижение цен. Я надеюсь. Да, надо нажать кнопку. Очень коротко по этой теме добавить. Правильно, то есть минимизировать. Сейчас логистика должна от двери до двери. Правильно? Сокращение, уже сейчас видим эффект, какой будет, если это все уберется, уже лишние операции. И плюс, сейчас же нам еще надо этот груз, главное это, ладно, здесь у нас как-то обеспеченность, паромы и так далее. Арктика, там же география наша, она такова, что Арктика сейчас, цель под стратегию развития Арктики Якутии до 1935 года, нам надо там. И сейчас уже Министерство Арктики, Министерство наше, по Арктике, сейчас разработана уже схема хабов, то есть это эти пункты, где будет сейчас концентрироваться грузы. Здесь не минимизировали, и плюс, если доставка еще в Арктике это будет минимизирована, тогда то, что надо, эта цель как раз снизить
цену доставки конечному потребителю. Отлично, спасибо большое, уважаемые эксперты. По вопросам мы, кажется, поняли, что касаться будет фактически всех, не только жителей, вообще все население. Поэтому перед нашей встречей мы прямо сегодня опросили жителей Якутска, вообще считают ли они, что нужен мост. Внимание на экран. Ждем, конечно. Нужен. Нужен, конечно. Нужен. Конечно, нужен. Нужен. Ну вот стоим же при праве. Нужен, без комментариев. Не обязательно. Не обязательно? То есть вам удобно ездить на... Удобно. Конечно. Конечно, нужен. Когда зимой, только зимой и перебираемся, блин. Извините, в январе начинаем ездить, а до этого времени тишина и очереди, драки, давки. Обязательно. Как говорится, жизнь в Якутске стала бы еще лучше и веселее. Так что без моста мы никак. Но везде есть, а у нас почему-то нет до сих пор. Тем более, я думаю, мост через Лену – это все-таки не крымский мост. Это гораздо проще. По крайней мере, я так думаю. Ну, скажем, спасибо нашим опрашиваемым. Упомянулся Крымский мост, и опять же в этом видео всегда говорилось о стоимости других мостов. Николай Семенович, не могу я отпустить вас без вашего комментария по поводу строительства вот аналогичных мостов и стоимости нашего моста. Кто что, может у нас действительно дороже это все? На начальной стадии инвестиционного проекта мост через реку Лена оценивается в 82 миллиарда рублей с учетом НДС. При сравнении аналогичных объектов, таких как мост на остров Русский, мост Золотой Рог во Владивостоке в Приморском крае, Обуховский мост через реку Нева и мостовые переходы Корабельный фарватер, с приведенными ценами к Республике Саха-Якутия наш проект занимает второе место. Вот, то есть Босфор-Восточный, приведенный 1 квадратный метр строительства моста, стоит 1 миллион 4 рубля. Владивосток, остров Золотой Рог 618 тысяч рублей. Вот, цены примерно разброс виден. Наш мост с приведенный к 1 квадратному метру стоит 651 тысячу рублей. Стоит тут также отметить, что в цену входит и 11 километров подходов. То есть весь объект целиком, приведенный к квадратному метру, он находится на первом месте по экономике. Это очень интересный факт, не ожидал такое услышать. Ну, опять же, вернемся к экономике, и вот сейчас прозвучало, что фактически затронет всех, и всех жителей волнует вопрос, кто же будет работать на этом мосту. Я предлагаю эту тему обсудить в качестве, просто вот без какого-то определенного адресата. Каждый пусть выскажется свои мысли. По очереди, раз Николай Семенович начал. Вообще процессом строительства подразумевается прием местного населения, привлечение местного населения к работам, как было заявлено неоднократно нашим главой Александром Сергеевичем, это привлечение людей до 60% с местного населения. Каким образом будет все это дело происходить? Соответственно, объект, большой объект, уникальный, в его составе несколько мостовых переходов через протоки, мы их так называем малые мосты, но это мосты длиной 400 метров, и автомобильно-дорожные подходы к мосту. Генеральным подрядчиком подразумевается выполнение работ по строительству непосредственно самого объекта моста с эстакадными подходами к нему. Это займет порядка 40% численности всех рабочих, именно профессионалов, которые ездят и работают от крупного объекта к объекту. То есть один объект крупный заканчивают и плавно переходят на следующий объект. Вот такими специалистами, профессионалами будет построен сам мост. Что касается автомобильных подходов, здесь генеральной подрядной организацией «Висстрой»
будут привлекаться на договорах субподряда наши организации, это автомобильно-дорожные организации, те, кто обладают необходимым навыком работ на подобных объектах. Вот. Ну и, соответственно, в данной организации, которые будут работать по субподряду, там уже непосредственно могут найти себе работу наши жители республики. При этом хочу отметить, что Мегино-Кангаласский район, люди уже активно работают, местное население. Это у нас производилась вырубка просек, проведение изысканий. На изысканиях у нас работают 3 местных организации, инженерно-геологических изысканиях. Также у нас уже сейчас ведутся работы по переносу линий электросетей, соответственно, специализированные организации, это тоже наши Якутскэнерго и их структуры. Вот. То есть люди обыкновенные, сварщики, обычные дорожные рабочие, да, тут можно даже говорить повара, вот, весь бытовой комплекс коммунально-бытовых услуг. Это все будет выполнять работы местное население. Их привлечение будет не разовым, а планомерным на протяжении всего строительства по мере необходимости. Отлично, спасибо большое. Кому есть что сказать, уважаемые эксперты? Кто-то хочет дополнить, вообще поделиться своими мыслями или задать вопрос? Виктор Федорович. Да, я хотел бы, вот, Николай Семенович, дирекция сейчас сформирована, да, и торгово-промышленная палата, и Союз, мы уже сейчас плотно работаем здесь, как раз вот по привлечению местного населения, компаний, которые, бизнеса, в частности, да, потому что, ну, в строительстве генподрядчики и так далее, это коммерческие структуры все. Практически участвует в бизнес-строительстве, да, поэтому сейчас вот я хотел бы что сказать, мы начинаем сейчас по просьбе дирекции давать те адреса и те компании, которые участвовали у нас уже в стройках, а это какая? Восточная Сибирь, Тихий океан. Первая стройка на территории республики, начиная от Витима и шла все, это же все опыт и практика была. И сохранились те бригады там и так далее, которые готовы сейчас участвовать и в логистических схемах, да, потому что у нас же здесь на перевозке инертных грузов, если я правильно понял, цифры там около 3 миллионов, да, инертных грузов надо переместить с берега на берег и так далее, и развозить это все. Поэтому... Это только на первоначальном стадии, на первом этапе работы. И сейчас уже автомобильный более 200 единиц надо. Поэтому вот все перевозчики, которые участвовали и в строительстве железной дороги, они сейчас сохранились, и мы как раз вот дирекции сейчас предлагаем для того, чтобы они приняли участие в этом. Это и качество, и уже знают, что делать, и как, и эффективность, и оперативность. Светлана Алексеевна. Да, вот вы сказали, что все-таки одна отрасль может немножко сдвинуть свой профиль, да? Все-таки вообще вот как сами транспортники смотрят на строительство моста, вот как раз вот касательно кто будет работать, кто что на этом зарабатывать или может быть привлечен к действию моста. Но вы знаете, не секрет, что все транспортники ожидают строительства вообще моста в республике. Но я хочу вот что сказать. Строительство моста должны быть привлечены предприниматели местные, наши якутские. Правильно Виктор Федорович сказал, что есть компании, которые себя показали, которые являются членами Транспортного союза, и мы будем всячески способствовать их трудоустройству, потому что они платят налоги в республике, живут здесь, работают. И, в принципе-то, обслуживать мост, вот правильно сказал Николай Семенович, что обслуживающий персонал местный, и здесь много, и там будут и, видимо, медпункты, и столовые, и вообще все-все, вся вот эта инфраструктура социальная. Это тоже, в общем-то, будет обслуживаться однозначно предпринимательским сообществом, потому что кругом сейчас предприниматели, которые
в общем-то, ждут приглашения на работу. Они готовы, будут выполнять свои обязательства на высшем уровне, потому что уже время пришло, когда спрашивают, значит, за качество оказываемых услуг. И, конечно, хотелось бы, чтобы дирекция по строительству моста обратила непосредственное внимание и такое по привлечению местных предпринимателей. Как это будет? Мне кажется, Николай Семенович рассказал уже схему. Он молодец, он все сказал. И спасибо, что навели на путь истинный. Я забыл совсем сказать, что между частным партнером и нашим центром занятости населения заключено соглашение о взаимном сотрудничестве по привлечению наших граждан к работам. Вот. По данному соглашению, то есть это будут проводиться регулярные ярмарки вакансий, на которых будут оглашаться как непосредственно штатные вакансии, так и виды работ, на которые могут предприниматели уже ориентироваться. Вот. То есть это, повторюсь, наверное, даже от поставки продуктов для питания для рабочих, начиная от этого и обеспечением коммунально-бытового комплекса. Это все будут наши предприниматели. А можно вопрос, Николай Да, Семенович? конечно. Николай Семенович, вы говорите, что заключили договор с трудоустройством. А вы сейчас готовите какие-то, рекомендации предпринимательскому сообществу, какой вид деятельности будете задействовать в этой инфраструктуре? Почему? Потому что они должны уже быть готовы и проходить какие-то, там будет ФЗ, наверное, да, 44? Или это просто будет, это будет просто заключение договора? На совместной встрече строительного комплекса республики на базе нашего СРО «Союз строителей Якутии» была встреча генерального директора Семенова Руслана Николаевича, на которой он сказал, что будет рассмотрено обращение каждой организации напрямую. Никаких торгов и так далее, связанных с ФЗ-44, у них не будет. Это частный партнер, он имеет право заключать прямые договора. Будет рассмотрен как и один человек, который имеет один экскаватор в своей собственности. Также будут рассмотрены все предложения предпринимателей, которые на той или иной стадии будут подключаться и искать возможные варианты взаимодействия и сотрудничества. Николай Семенович, а вы когда начнете эту работу? Мы уже ведем реестр тех людей, которые к нам обращаются. Пока это строительный комплекс, то есть такого бытового комплекса пока еще не рассматривалось, но строители, дорожники уже обращаются. Мы ведем реестр, этот реестр постоянно предоставляем Министерству транспорта. Как только у нас начнется активная фаза, будут уже определены виды и методы взаимодействия с предпринимателями. Тогда мы будем взаимодействовать в рабочем порядке с вами. И Так, мы можем вам предложить тоже проверенных предпринимателей, которые хотели работать на строительстве этого моста. Да, у нас создан и начал работать интернет-сайт, не дирекции, сайт именно самого моста, по адресу mostlena.ru. На этом сайте мы выложили информацию именно для для строительных организаций, которые хотят участвовать в строительстве моста. Выложили всю информацию для соискателей места работы. И наверное, надо подправиться и туда внести именно для предпринимателей информацию, не касающуюся самого строительства. То есть все сопутствующие работы, которые необходимы при строительстве. Это мы сделаем. Отлично. Антон Анатольевич, есть что-то сказать? Потому что ваш анализ по предыдущему вопросу, он прям очень хорошо мне понравился в плане того, что он касается фактически всех, может
Вы еще глубже копнете. Это мой опыт, ну и, соответственно, я подготовился. У меня вопрос такой. Вообще такие объекты, они должны окупаться? То есть я имею в виду, да, действительно вложили 100, получили 120, 20, 100 отбили, 20 получили. Но это же настолько колоссальный объект, который, в принципе, не инфраструктура для всей республики. Она не должна, то есть мы не должны на нее смотреть как на коммерческий объект. Мы должны на нее смотреть как социально-экономический. То есть социально мы не сможем учесть каждую копеечку, какая там бабушка получила в какой-то отдаленной деревне хлеб дешевле на 60 копеек. Мы это не сможем учесть. Но это в любом случае даст эффект. И второй вопрос, даже как не вопрос, а мы забыли про ледовую переправу, которую не нужно будет строить и влаживать ежегодно немаленькие деньги. И, соответственно, и последствия после ледовой переправы, когда у нас заторы, в том числе и по этой причине возникают, потому что лед более толстый на переправе, и, соответственно, где-то там в заторах участвует. Ну и загрязнение, соответственно, что по льду идут, и чего там только не валяется после зимы. Ну вот еще два момента вот таких вот. Ну, в части окупаемости тут и наш глава, и первый заместитель председателя правительства Берников Дмитрий Викторович неоднократно и по телевизору, и на всех мероприятиях, связанных с разъяснениями разных вопросов по строительству Ленского моста, озвучивали, что я, конечно, не скажу складно так, как они, может быть, что-то забуду, но от северного завоза экономия уже 6,4 миллиарда рублей ожидается с вводом моста. Вот. С учетом того, что ежегодно необходимо будет на содержание объекта 870 миллионов, вот считайте 5 миллиардов, грубо говоря, почти это уже экономия. Плюс сам мост, и вы тоже только что сказали, что он приведет к такому эффекту, когда начнут смежные отрасли экономики, где-то материалы подешевеют, продукты подешевеют. Вот. Опять же, переправы ледовые. Ну, то есть вот в целом он должен дать, ввод объекта должен дать такой мультипликативный эффект развития смежных, будет бизнес развиваться. Вот от этого этот эффект и будет достигаться. На самом деле, да, перспективы стоят высокие, но все-таки прозвучало слово «экология», да? И опять же вы упоминали о том, что в самом начале вот нашего диалога, нашей дискуссионной площадки, о том, что некоторые вот обращались, жители, скажем, населенных пунктов, которые рядом лежат. Сейчас вопросы экологии как никогда актуальны в свете происходящих событий вокруг лесных пожаров. Все-таки есть ли какое-то опасение, есть ли какие-то такие, может быть, моменты по поводу экологии и затопляемости территорий, и вообще какие-то вот страхи местного населения, которые постоянно вот проживают рядом по руслу, до русла, может что-то такое есть что сказать? Да, скажем так, вот на данный момент у нас моста нет, да, и Табагинский створ, он имеет такую особенность, там постоянно происходят заторы, это у нас в районе города Якутска два таких места, это Табагинский мыс, Кангаласский мыс. Моста еще нет, хочу сказать, но многие поселки выше по течению этих двух мысов, они топились постоянно, годами, это уже народ настрадался столько, что любой объект, который проходит через Лену, взять то ГАЗ, когда мы проводили, да, на Нижних Бестях, Хатаса-Павловск, вот, каждый раз возникают опасения, что это приведет к еще большим затоплениям тех поселков, которые находятся выше по течению. Здесь при составлении технического задания на проектирование республикой было жестко поставлено условие о том, чтобы мост не оказывал никакого влияния на затопляемость вышележащих поселков, когда он будет построен. Привлечены при проектировании такие научные институты, как Московский автодорожный институт, это Санкт-Петербургский гидрологический институт.
Взять самого генерального проектировщика «Гипростроймост Санкт-Петербург», они такие объекты уже проектируют не первый, и все они благополучно реализованы и работают. Вот. Если подходить к тому, что наш мост все-таки является уникальным объектом на вечной мерзлоте и прочее, то при проектировании была проведена данными институтами и проектировщиком расчетная физико-математическая модель. То есть это не просто на бумаге или на компьютере, а была физически реализована масштабная модель на базе Санкт-Петербургского гидрологического института, где проведены с максимально приближенными нашими характеристиками рельефа, русла реки вместе с ее протоками в данном створе. И все это было дело смоделировано и проведено в разных уровнях воды и при разных режимах гидрологических, в том числе и ледохода в этом створе. Вот. Модель эта показала пропуск льда 100%, то есть при 3 проведенных испытаниях все 3 раза полностью русло и пролеты моста справились с пропуском ледохода. Вот. Однако эта модель показала один хороший момент. Изначально планировалось сделать земполотно подходов к мосту до самого моста с мостом через Хаптагаевскую протоку. Там у нас на той стороне один переход протоки. На данный момент, чтобы избежать всех затоплений и благодаря вот этим испытаниям, в проект внесены изменения, и к мосту вместо подходов земполотна прибавляется эстакадная часть. То есть сам мост, он переходит на острове на Хаптагае через Хаптагаевскую протоку, и с выходом до самого поселка, это 2,5 километра, это будет эстакада. То есть для реки в ее привычном русле, в паводковых уровнях, препятствий никаких для пропуска воды нет. Так как для льда, также и для самого объема воды. Поэтому вот этот вот проект позволяет исключать такие моменты, как дополнительные какие-то меры для еще большего затопления близлежащих населенных пунктов. Вот. Ну и стоит еще отметить, что населенные пункты, такие как Хаптагай, Павловск, Красолода, которые ежегодно не затапливаются, а имеют места подтоплений, существовали и существуют и работают федеральные программы по переносу данных населенных пунктов частично на более возвышенные места. И по этим программам много работы уже было сделано. Поэтому не только с точки зрения самого моста, но и с точки зрения вообще с республикой обращают очень большое внимание к вот этим потопляемым территориям. И, наверное, не мне даже об этом рассказывать. Ну что ж, уважаемые эксперты, есть что-то сказать, дополнить, задать вопрос? Здесь я принимал участие в одной из конференций, как раз вот Николай Семенович подтвердит, да, что экологическая безопасность и безопасность судоходства, и паводковая вот это, она ни в коем мере, ну, во всяком случае, не эксперты, а наука. Вот на конференции они это научно подтвердили, что да, все предусмотрено и так далее. Даже эта практика покажет, конечно, во всяком случае не навредит, а даже вот эти быки и все конструкция такая мощная, да, она даже ускорит пропуск вот этих ледовых массивов. Ну, как-то вот так. Я не специалист в этих вопросах, но участие как раз принимал на этой конференции. Институты как раз вот перечислены, Николай Алексеевич, принимали участие в докладах в этих все. Наши эксперты очень сильные есть. Вот каждый год участие с московскими принимает Прокопьев Валерий Павлович. Это Институт водного транспорта, как специалист-гидролог и эти водные пути и так далее. Вот здесь действительно так, что безопасность, она будет соблюдена действительно. Да, тоже хочу отметить, что забыл наш институт мерзлотоведения, который принимает прямое непосредственное участие. Они при инженерно-геологических изысканиях полностью участвуют. Ими сейчас создана геокриологическая карта
залегания вечно мерзлых грунтов, которые тоже полностью используются при принятии проектных решений. Кому-то есть что-то добавить, что-то спросить? Давайте. У меня вопрос есть. Каким образом мост будет пропускать суда? То есть, которые следуют транзитом, грубо говоря, ну, через Якутский транспортный узел, то есть непосредственно там в Арктику, там и Нижнюю Лену. Высота его достаточно будет, чтобы пропустить судно? Да, значит, данный объект, мостовой переход, он будет иметь высоту пролета в уровень паводковых вод высоту 17 метров. Это позволяет пропускать все классы судов, которые у нас на данном участке занимаются перевозками. Это будет створ ближе к Табагинскому мысу. Длина пролета составляет 840 метров, высокий габарит составляет 17 метров. Ну а правила прохождения судов — это все согласно установленным правилам. Вот. То есть никаких предрейдовых остановок или еще чего-то перед мостом не планируется. То есть постоянный пропуск. Ну что ж, уважаемые эксперты, мне кажется, тема Ленского моста, она безгранична, так же, как и фактически экономический эффект на нашу республику, который он будет и во время строительства, и постфактум завершения работы иметь. Поэтому выразим уверенность, что это первая, но не последняя встреча, так как действительно есть о чем поговорить, и тем более всегда возникают другие вопросы, а Ясия всегда следит за самыми актуальными и интересными темами и всегда приглашает авторитетных экспертов, чтобы внятно, четко разобраться в тематике. Будем разбираться в других тематиках. Оставайтесь с нами, проверяйте только доверенным источником информации. Спасибо.